тыңдалады. Әріптестер, күн тәртібіндегі материалдар сіздерге алдын ала зерттеу үшін жіберілді. Отырыс жұмысына қалалық мәслихаттың депутаттары, мемлекеттік органдар мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласының өкілдері қатысып отыр. Отырыс Facebook желісінде тікелей эфир жүргізіледі. Ұялы телефондарды өшіруді сұраймын, рахмет. Отырыс жұмысына кіріспес бұрын біз жұмыс регламентін бойынша келісіп алуымыз қажет. Келесі регламент ұсынылады. Баяндаушыларға 7 минутқа дейін, анықтама және сұрақтар үшін 3 минутқа дейін уақыт беру. Бір мәселе бойынша 3 сөз сөйлеуші баяндама жасайтын ескере отырып, баяндамаушыларды тыңдап, содан кейін мәселені талқылауға көшу туралы ұсыныс бар. Қарсы емессіздер ме? Қабылданады. Рахмет. Күн тәртібін қарастыруға көшеміз. Сөз қалалық тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысы Ануар Абдуразақұлы Саифовқа беріледі. Ермекұлы, құрметті депутаттар, разрешите вкратце доложиться о принимаемых мерах в части жилищно-коммунального хозяйства. Как известно, с 2020 года реализуется реформа по внедрению института объединения собственников имущества ОСИ, целью которой является усиление контроля за ходом деятельности по управлению многоквартирным и жилым фондом со стороны самих жителей, увеличению прозрачности расходования денежных средств по принципу «один дом, одно объединение, один счет». Изначально под реформой подразумевался полный отказ от формы КСК. То есть на сегодняшний день законодательно планируется оставить ее в виде альтернативы ОСИ, предоставив населению право выбора. В настоящее время в столице насчитывается 3309 МЖД. В целом из всего объема МЖД переходу на новую форму управления подлежит 3020 МЖД. Остальные 289 не подлежат переходу, так как относятся к ведомственным домам, аварийным домам, общежитиям малосемейного типа и так далее. На сегодняшний день создано 984 ОСИ, точнее 780 ОСИ в 984 МЖД, а также 1836 простых товариществ. Итого на новую форму управления перешло 2820 МЖД, то есть 93%. В рамках своих полномочий управлением рассчитан размер минимального размера взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиум. Ерлан Ильич, вы знаете, да, мы 2 года уже не можем утвердить этот минимальный тариф. Несколько раз проводили собрания с ассоциациями КСК, с председателями УСИ, но так к единому мнению не пришли. Последний раз мы приглашали на совещание заместителя председателя комитета по делам строительства, чтобы тоже поучаствовал в процессе обсуждения. В итоге пришли к мнению, что 57 тенге более-менее такой подходящий минимальный тариф. Да, мы разместили проект на портале открытых данных. В принципе, там обсуждение было не такое бурное. Кто-то просто задавал вопросы, а это там за месяц, за день, там, за квартал, такого характера. Сейчас мы пройдем антикоррупционную экспертизу и дальше будем по процедуре запускать на заседание общественного совета. И после завершения всех процедур внесем на рассмотрение депутатов маслихата. Когда это будет решить? На портале открытых данных у нас срок обсуждения завершен. На этой неделе постараемся на антикоррупционную экспертизу проект запустить. Поставить? Потом, да, по мере там обычно на 3 хотя бы успеть. Хорошо. Баяндама аяқталды. Отырыңыз. Сөз Өркен қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Нұрлыбай Хамиұлы Бабасовқа беріледі. Саламатсыздар, құрметті мәслихат депутаттары және әріптестер. Бүгінгі күні Өркен қала шаруашылығының жүргізген жұмыстары жайлы кішігірім баяндама оқып берейін, соны қабыл алыңыздар. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Хочу подвести итоги проводимых работ по ТО Өркен қала. С основания ТО Өркен қала проводились работы по городу Астана. ТО Өркен қала создан 21 мая 2010 году, с 15 ноября 2013 года
Постановлением акимата города Астаны товарищество определения специализированной уполномоченной организации реализовал механизм проведения капитального ремонта многоквартирным жилым домам. Программе жилищно-коммунального развития по городу Астана, в том числе выполнение дорожной карты партии Аманат. Уставной капитал товарищества на сегодняшний день составляет 6 миллиардов 235 миллионов 997 тысяч 549 тенге. Основным направлением деятельности ТО Эркин-Кала является деятельность оператора в рамках реализации программы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, целевых трансфертов, возвратных средств, обеспечение возвратных бюджетных средств. За период с 2011 до 2022 года в рамках реализации программ развития жилищно-коммунальной инфраструктуры по городу Астана проведен капитальный ремонт на замену лифтов. За счет республиканского бюджета произведен капитальный ремонт в рамках 75 МЖД на общую сумму 2 миллиона 789 2 миллиарда 789 миллионов 400 тысяч тенге. За счет местного бюджета капитальный ремонт 33 МЖД на сумму 1 миллиарда 801 миллионов 700 тысяч тенге. За счет возвратных средств проведен капитальный ремонт 94 МЖД на сумму 2 миллиарда 260 миллионов 400 тенге. Итого проведен капитальный ремонт по городу Астана на сегодняшний день 202 МЖД на общую сумму 6 миллиардов 131 миллионов 500 тысяч тенге. За счет местного бюджета произведен замена лифтов 151 единиц на сумму 1 миллиарда 896 миллионов 300 тысяч тенге. За счет возвратных средств проведен замена лифтов 89 единиц на сумму 958 миллионов 60 тысяч тенге. Итого произведен замена лифтов по городу Астана 240 единиц на общую сумму 2 миллиарда 854 миллиона 900 тысяч тенге. Согласно ФЭУ в 2022 году проведена поставка установки лифтов 32 оборудования на сумму 677,5 миллионов тенге. Итог на текущий 2023 год. Запланирован капитальный ремонт 26 МЖД и замена 22 единиц лифтов на общую сумму 2 миллиарда 114 миллионов тенге. Ведутся строительно-монтажные работы 23 МЖД за счет местного бюджета 16 МЖД на сумму 846 миллионов тенге. И 7 МЖД за счет возвратного средства на сумму 253 миллионов тенге. За счет местного бюджета ведется поставка 10 единиц лифтов на сумму 201 миллионов тенге. За счет возвратных средств ведется работа по замене 5 единиц лифтов на сумму 124 миллиона. Из них уже 3 единицы лифта уже установлены в этом году. Кроме того, в настоящее время рассматривается бюджетная заявка по капитальному ремонту 3 МЖД и установку 14 единиц лифтового оборудования на сумму 740 миллионов тенге. Завершая свой доклад, хочу отметить, что деятельность товарищества успешно осуществляется в рамках действующего законодательства, направленного на выполнение программы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города. Я все поэтому бросил.
Рахмет, Нұрлыбай Хамилұлыңыз. Сөз Мүлік иелері бірлестіктерінің орталығының басшысы Гүлвира Серікқызы Абетоваға беріледі. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прошу подключить мою презентацию. Вкратце, пока идет подгрузка презентации, хочу сказать, что данная инициатива реализована в рамках проекта реформы ЖКХ. Это гражданская инициатива, которая реализуется без привлечения республиканских либо местных бюджетов. Она создана активными жителями. Реформа полностью направлена на изменение структуры управления жилыми домами и нацелена на то, чтобы собственники имущества, квартир и нежилых помещений принимали решения в части проведения капитальных работ, реализации планов развития, утверждения смет и пересмотра всей системы управления своим домом при том, как они там проживают. Участники, в первую очередь, это активные жители, юридические и физические лица. МИО полностью предоставляла методологию и контролировала соответствие на закону о жилищных отношениях и 17 нормативно-правовых актов закону, прежде чем площадка Центр Оси давала консультации. Единая площадка была реализована и реализуется на территории Центра жилья, первый этаж. Ранее были консультации в свободном доступе ежедневно, плюс была удаленная поддержка через WhatsApp. На сегодняшний день, можно следующий слайд, на сегодняшний день мы перешли консультации каждый вторник, целый день, без ограничений, WhatsApp сохраняется. Что сделано нами? Нами сформированы направления деятельности с последующей передачей данных функций в рынок. Нам важно, чтобы ассоциации отраслевые реализовывали их дальше уже, как свои виды услуг, и развивали своих участников. Поделены на 3 блока. Это юридические вопросы, цифровизация и обучение и сертификация. В 100% полностью реализовано 3 блока. Проект образован и запущен в 2020 году. Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим количество участников, которые за 3 года планомерно с нами сотрудничали и реализовывали такие проекты, как первый форум ЖКХ в столице. Мы провели дни открытых дверей с партией Аманат. Просьба следующий слайд. Полностью задействованы застройщики, строительная отрасль, управляющие, субъекты сервисной деятельности, порядка 700. Как мы отслеживаем результативность нашей деятельности? В первую очередь это по работе юридических лиц, а не по их регистрациям. Работу юридических лиц можно отследить в открытом доступе. Это налоговые выплаты, которые пополняют наш местный бюджет. Мы видим динамику с 2021 года, с 2022 года, 2023 год еще не анализировали. Время обработки обращений мы сократили с 15 дней до 8 часов. Раньше, если граждане ждали положенный кодексом предоставления государственных услуг по правилам ответ, то сегодня у них есть возможность обратиться и в государственный орган, получить по регламенту ответ, но и есть альтернативные решения, где можно получить ответ в течение 8 рабочих часов. Аналитика в целом обращений за 2022 год, включая выездные встречи, более 2000. Количество обращений к базе знаний, которую мы согласовали с управлением жилья и жилищной инспекции, передали в такие службы, как 109, Айкала и другие отраслевые сообщества, которые хотят давать планомерный ответ по обращениям своих участников, порядка 3000. И уникальные из них 350 ежемесячно. Уникальный – это значит не повторяющийся. Следующий слайд. Здесь вкратце написано, что мы уже провели выставку услуг, сформировали реестр поставщиков. Это был качественный обзвон каждого субъекта предпринимательской деятельности, и там, где были аффилированы, мы их объединяли в одно. 4 секции по мастер-классам действуют всегда, но они наполняются при заявке самих участников, там менее 20 человек, становится нецелесообразным проводить эти мастер-классы. И консультации, и развитие цифровых решений. На сегодняшний день в городе реализованы онлайн-собрания, онлайн-опросы, приемка дома реализована онлайн частично, смета поставщиков тоже частично реализована, и общественное обсуждение на стадии реализации. Следующий слайд.
Проблемы, которые мы на сегодняшний день видим, это проблемы не сегодняшнего дня. Это накопились проблемы порядка последних 15 лет. Это низкий уровень знаний в целом в правовой грамотности. И разная информация порождает конфликты домов среди участников. Мы все живем в жилых домах, видим накал в домовых чатах. И поэтому реализация более качественно пойдет через внедрение новых инструментов. Один из инструментов – это единый минимальный тариф, который на стадии согласования. Снижение активности в целом со стороны инициативных собственников наблюдается в 2023 году, если сравнивать с 2021 годом, потому что те активисты, которые изначально хотели привести дома в соответствие, в целом не выдерживают работу с самим населением. Это считается одной из сложных задач, чтобы удовлетворить потребности всего дома, и оно индивидуально нужно подходить. И растет, естественно, недовольство самим качеством обслуживания, но предпринимательскую среду тоже можно понять, работать в негативе достаточно сложно. Разное качество услуг за одинаковые деньги на наших домах все еще присутствует. Растет социальное недовольство, то есть люди думают, что они платят так же, но почему-то живут хуже, чем в соседнестоящем доме. При этом они забывают главный смысл системы, что все зависит от них, от быстроты принятия их решений. Это все приводит к быстрому износу жилого фонда и необходимость увеличения штата для работы с негативом. Это прям отдельные люди садятся в больших компаниях, которые работают со всеми обращениями, как сопровождение клиентов. И отсутствует в целом инструмент воздействия при некачественном строительстве. Мы знаем, что некачественно построенный дом обязательно скажется на эксплуатации. Это, естественно, ложится нагрузка и на жителей, и на председателей, либо на управляющих. Будьте добры, следующий слайд. Следующий слайд. Инициативы на 23-24 год, которую мы сейчас частично реализуем и предлагаем их поддержать. Единый сервис по вопросам жилья и благоустройства прилегающих территорий, как прием обращения, он сохраняется каждый вторник. Очень хорошо, что он сконцентрирован именно в центре жилья. Там можно решить с 1 по 5 этаж все свои вопросы, которые только возникают. Комплексное рассмотрение по вопросам нужно усилить, и это комплексное рассмотрение должно касаться всех структур акимата. Не должно быть, что район СРРК консультирует таким образом, а район ЕСИЛь другим образом. То есть качественные ответы, они должны быть одинаковы. Обучение необходимо ставить и строить без отрыва для производства самих тех уже задействованных лиц, не просто всем желающим, потому что это слишком дорого, которые приходят просто по наитию, обучатся и уходят, не вкладывая в саму сферу. Нужно тех обучать, которые уже в сфере, которые уже сделали свой выбор, и нужно их квалификацию повышать. И инвентаризация и учет, внедрение превентивных мер поможет в целом на городе создать порядок, то есть когда есть проектный подход управления, когда есть первичная инвентаризация домов, жителям можно качественно подавать ответ, когда они приходят и спрашивают, почему я плачу тариф столько. Когда госорган не может и никакой консультант не может ответить без наличия первичной информации о доме, сколько у него площадей, сколько у него нежилых помещений, какой в целом там график уборки, тогда он может сказать, возможно, завышен или, возможно, недостаточен. То есть нужно провести полностью подход. И новые потребности нужно формировать. Сейчас рынок достаточно стремительно, и цифровизация развивается, нужно текущие расходы, можно оптимизировать там, где можно подключать онлайн, нужно подключать онлайн, сокращая нагрузки на человека. Можно следующий слайд или тоже все? Все, спасибо. Рахмет, баяндама аяқталды. Сөз қылып отырмыз. Отырысқа өзін өзі басқаратын кондоминиумдар мәселелері жөніндегі маман Туханов Нигмет Ғабдулұлы қатысады және өз ұстар білдіргісі келеді. Нигмет Ғабдулұлы, сөз сізге. Ассалаумағалейкум, құрметті Астана қаласының депутаттары. Ең бірінші мынау қадамдарыңыз құтты болсын. Неге десеңіз, мен өзім қазір пенсионермін, жұмыс істемеймін.
бірақ Қостанай қаласына көп жылдары депутат болдым. Сондықтан мынау Тажмуратов Ғабит Қалиевпен танысып, мен ол кісіге өзімнің дауысымды беріп, енді сол өзім Экспо New Life 2 деген жылы ЖК-да тұрғасын, ол кісімен танысып, енді Ғабит Қалиевичке көмекші, енді аға ретінде өзім ұстаз болып, ол кісімен жақсы таныстық. Сосын ол кісі осы бүгін жиналысқа қатынасты деп маған осындай ұсыныс береді, өзі отпуск екен. Енді бір-екі орысшада айтайын енді. Опыт заключается в том, что в Кустанае в 1988 году первый избрался депутатом, мне было 32 года. Как раз коммунистическая партия ушла с коммунистическая роль партии, знаете, тогда ушла со сцены. И вот впервые в Кустанае мы создали децентрализованную систему управления, то есть я был избран председателем территориального комитета самоуправления города Кустаная и проработал в протяжении 20 лет. Поэтому, конечно, с тех пор сложились определенные позиции, определенные взгляды на вопросы жилищной реформы, содержания жилищного фонда. И пришлось мне поработать и председателем ОСИ, и председателем местного 25-тысячного района города Кустаная, и заместителем секретаря городского маслихата, председателем ревизионной комиссии. И сегодня, конечно, цель у нас, мы продолжаем эту тему по жилищной реформе. Знаете, уже недавно прошли опять большие идут дебаты. Мы говорили КСК или ОСИ, что люди выберут. Но сейчас продолжаются те дебаты, мы сейчас пишем свои предложения и считаем, что, допустим, на наш взгляд, именно не был изучен опыт передовых жилищных кооперативов. Когда мы создавали вот этот переход к ОСИ от ПКСК, просто проигнорировали вот эти все-таки в недрах кооперативно-жилищного движения, все-таки оказались передовые, лучшие отечественные ПКСК. И вот я касс-центр ЖКХ неоднократно говорю, вы, не изучив нормально вот этот отечественный опыт, мы резко кинулись на ОСИ и получили то, что получили. Поэтому эти вопросы остаются сегодня, обобщаем опыт, опять опыт жилищных кооперативов. Почему они достигли, проработав, вот там в Кустанае у меня опыт большой, руководители проработали по 25 лет и до сих пор работают, потому что они создали истинные жилищные кооперативы. Так, как положено. Действительно, это было как кооператив, то есть пайщики демократическим путем контролируют, добились значительных результатов. И вот 25 домов содержат один жилищный кооператив и достиг феноменальных результатов. Как так получилось? Поэтому я обобщил этот опыт работы. Очень большой был положительные отзывы, очень много почетных грамот, и вплоть до того, что от первого президента, заканчивая рядовыми собственниками, благодарности и так далее. Вот на этой базе сейчас мы строим работу с Альбертом Павловичем Рау, об этом уже беседовали, говорю, надо передовые вот эти показывать жилищные кооперативы и внедрять их в городах Казахстана. Что касается Астаны, конечно, в Астане немножко ситуация по-другому. Но если мы говорим Кустанай, как считал Петропавловск, там обычно пятиэтажки, жилищный фонд не такой громадный, как в Астане, то здесь, конечно, крупнейшие жилищные кооперативы, а ЖК, который имеет 500-600 квартир, где я сейчас сам, допустим, живу, там, конечно, может быть возможно создание ОСИ. Сейчас мы с Талгат Калиевичем работаем, допустим, по нашему дому Экспо New Life 2. 560 квартир, 6 домов и 100 малых бизнес-структур в одном доме находимся, в одном ЖК. Дом не сдан до сих пор на баланс. Люди, проживают третий год, не имеют права установить документов. Недоделок полная масса. Столько много вопросов. Поэтому я говорю, вы наш как депутат-посредник между избирателями и властью. Мы будем, давайте строить такие взаимоотношения, я как избиратель и как человек активный, будем так работать, чтобы нам как-то навести порядок в наших ЖК. Вот, конечно, очень вопрос большой, сейчас на большом этом совещании все не расскажешь, как все, но тем не менее, шаги я попрошу, значит, и вас, как представителя городского маслихата, обратить внимание, особенно на вот этот новый жилищный фонд Экспо, New Life 2, New Life 1, где очень много забот и проблем. Поэтому я надеюсь, что мы новым составом выработаем какие-то свои идеи, предложения по содержанию нашего жилищного фонда. Или это будет
жилищный кооператив, или это будет ОСИ, или еще будет какой-то вот новый какой-то отношение выработать жилищные с тем, чтобы все-таки наши дома выглядели уютно, чисто, все было уютно, тепло, вода, водоснабжение, и жители были довольны. Поэтому на этот вопрос очень тема большая. Я думаю, еще предлагаю свои предложения внести на комиссию. Вот, значит, наш депутат сказал, он член комиссии по ЖКХ. Значит, ряд предложений мы еще как-то внесем с тем, чтобы, если бы просьба такая, наш депутат постоянно был бы с нами, работал, мы совместно, если бы, как бы он посредник, помогал нам, содействовал, но думаю, что мы поправим положение. Вот, особенно касается новостроек, сами знаете, в новостройках там очень много проблем. И оказывается, не наш только жилищный комплекс Экспо-2, но и других жилищных комплексов еще, оказывается, много-много задач, которые предстоит совместно нам с депутатами, местным исполнительным органам решать эти вопросы. Поэтому я так неожиданно попал на совещание. Просто, конечно, тем очень много у меня, я сейчас не могу сказать, но я пару книг вам на память принес на следующем совете, вот политика на местном уровне, которую мы изучаем, может где-то там пригодится в Маслихате. Если есть вопросы, я готов выслушать, и все. Рахмет, Нигмет Абдулла. Өзіңіз бойынша бізге алдында айтып еді, ұсыныстары болады, нақты сондықтан да ұсыныстарыңызды енгізсеңіз, предложение вносите официально. Да, ондай вот и рассмотрим. ұсыныстар. Рахмет, отырыңыз. Жақсы. Құрметті депутаттар мен қатысушылар, бүгінгі отырыс мәселесін талқылауға көшейік. Сұрақ қойылған майданшыларды трибунаға келуін сұраймын. Сөз сөйлейтіндер бар ма? Можно? Пожалуйста, вас вообще. Но сегодня вот мы начали обсуждать по установке минимального тарифа. Я думаю, что все-таки надо в сжатые сроки принять это решение, потому что давно назрела необходимость. У нас некоторые дома тариф составляет там в районе 35 тенге. Соответственно, этих денег ни на что не хватает. И потом такой разлет, то что в некоторых там до 200 доходит, в некоторых 35. Соответственно, разлет очень большой, поэтому вот этот показатель 57, я думаю, это хотя бы такой минимальный порог, он даст возможность. Потом у меня предложение, все-таки мы в этом году заходим на Симбочек, да, там больше такой частно-государственный, да, какой-то проект по ремонту фасадов. Я думаю, что все-таки нам надо понять, что делать с теми домами, которые у нас из-за люкобонда, да, их не так много, но они пожароопасны, если, не дай бог, какой-то загорится, потом мы будем руками разводить. Поэтому нужно, может быть, через Оргкомнадзор какой-то другой формат, да, может быть, часть будет акимат на себя, бюджет брать, часть жителей, потому что суммы огромные и однозначно за счет целевых жители не смогут покрыть. Поэтому предлагаю все-таки управлению проработать вариации, да, как мы будем двигаться по фасадам, которые у нас люкобонты, которые гранитные падают, да, там и есть риск для жизни людей. И еще один момент. У нас сейчас в качестве вопроса ситуация по единой какой-то онлайн-платформе. Понятно, большая проблематика в расходований, потом накопленных взносов, которые жители собирают, для того, чтобы их использовать, там необходим высокий процент голосования. Соответственно, у них накапливаются деньги, и не всегда они оперативно могут использовать. Я знаю, где-то там используются, там по Хайвилу, еще по каким-то ЖК, они через СМС, через онлайн голосуют. Но насколько вообще, может быть, есть необходимость создания единой такой платформы, или она, может, уже прорабатывается. Вот здесь хотелось ответ от управления жилья получить по созданию какой-то, или, может быть, существует единой платформы. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за вопросы. Можно по порядку? Да, первое это было в виде предложения, да, по тарифу. Да. По второму вопросу по ремонту фасадов, напомню, да, я уже поэтому говорил на заседании, мы в 2021 году утвердили правила ремонта фасадов за счет средств местного бюджета. Эта норма предусмотрена законом. То есть в компетенцию местного исполнительного органа входит при наличии средств местного бюджета, мы имеем право делать. Вы правильно отметили, что туда, на эти виды работ требуются большие вложения, большие финансовые средства.
У нас в целом по городу 18 прям аварийных фасадов, которые уже признаны аварийными, в том числе и те, которые из алюкобонда и так далее. Мы поэтапно пойдем сейчас. В этих домах, как правило, в 99% случаев уже собрания проведены, и они отказываются от модернизации, так как это накладно на самом деле. Поэтому и принято было такое решение за счет средств местного бюджета. Посмотрим, мы начнем эту работу, как пойдет, видно будет. Здесь, да, вот здесь Анур Алексеевич правильно вопрос поднимает. Вопрос в чем? Фасадами, ремонтами акиматы районов лет 10 назад занимались, если вы помните прекрасно, да? Нельзя эту работу опять-таки превращать просто ради того, что отремонтировать фасад. Мы должны здесь четко понимать, что и населению надо объяснить, что фасады ремонтируются по центральным только улицам. Это раз. Да, где идет облик, да, где идут красные линии, где проспекты большие, где и так далее. Во-вторых, мы здесь должны понимать и четкие требования должны внести жителям тех домов, где фасад идет ремонт. Если не отремонтирована у них крыша, если подвал затоплен, зачем нам ремонтировать фасад? Это завтра потом он через полгода, год придет опять негодность. От сырости, от протекания крыши и так далее. То есть здесь должен комплексный подход быть. Здесь должны жители тоже понимать. Ертең бәрі естіп алады, что акимат істеп жатыр, сосын бәрін іліп қойып отырады істесін деп. Баяғы сол ғой жұмыс біздікі. Поэтому здесь такой вопрос. Мы должны четкий подход, механизм, открытый, прозрачный, подотчетный, чтобы завтра потом никаких даже вопросов не было ни к вам, ни к другим абсолютно. Потому что один фасад сейчас ремонтировать, нормально до ума довести, нужно будет минимально 400 миллионов тенге. Минимально. Вы должны понимать. Это 10 томов, даже если вы сделаете, это будет 4 ярда. Вы должны понимать, что таких денег местный бюджет не может выделять на 200 квартир, 300 домов, 200 домов и так далее. Мы здесь должны точно подходить. Согласен, Да. Леон Ильич? Да. Но вот, к примеру, да, взять Жуанова 10, который на слуху у всех, там сумма небольшая, но жители на отрез, даже если там по проекту 78 миллионов на фасад. Жители на отрез отказываются за счет модернизации. Сколько лет дому? Он не такой, там, по-моему, 2013 или 2012 год. 10 лет прошло вообще. Да, прошло там. Можно было в рамках карантинного срока сделать. Но я, к примеру, я говорю, вот на всех этих домах, где фасады признаны аварийными, там... Если, конечно, подрядчик есть. Не, просто здесь я, Иван Ильич, согласен, то, что должно быть все прозрачно, четко. Да, вот мы определили 18 домов, все сказать, ну, к примеру, да, то, что вот реально аварийные, вот такие-то, вот мы в год делаем, грубо говоря, или там, исходя из возможностей, там, один дом, да, и участие жителей все равно должно быть, на мой взгляд. Пускай это будет там 30%, 20%, но должны. Когда они соучаствуют, они будут по-другому относиться, да, и правильно то, что если они там сделали лифт уже, сделали крышу, значит, у них уже есть какой-то механизм, и они там заходят на фасад. И вот это как бы описание и должно быть. Просто мы же тоже с жителями встречаемся. Никто там не обещает, но мы должны им четко сказать, хотите, чтобы фасад делали, вот алгоритм, вот список, который уже планируется в течение там 10 лет, давайте вставайте через там на 11, ну, к примеру, да, а сейчас мы как бы не знаем до конца, как это будет работать, да, и, соответственно, вот эти все разговоры. А тем, которые просто не аварийные, сказать, ну, это уже сами давайте делать. Вот сами правила, они так и называются, капитальный ремонт фасадов в рамках придания единого архитектурного облика. То есть, согласно правилам, мы, прежде чем заходим на проектирование, мы получаем согласование, не то что согласование, а согласуем это с управлением архитектуры в части дизайн-кода. А сколько таких домов у нас? Но, Вы примерно смотрели? но из 18 аварийных у нас реально на магистралях меньше половины. А сколько таких алюкобудных и керамогранитных? Но горючих мы вот с ДЧС отрабатывали там, порядка 60, это которые с горючими. 60 домов, считайте, по 400 миллионов, это 24 миллиарда. Как вы это решите? Это не решится сразу, говорю. Поэтому здесь мы должны четкий механизм понимать. Принято. Алтын Золович, пожалуйста.
Депутат Талғатұлы, ең біріншіден жаңағы осы Ермек Қабдоллаұлы көрсетілген мәселе сіз дұрыс айтасыз. Негізі жалпы тарифтарды жаңағы заң қабылдағанда мынау үйлер өз-өзін ақтау үшін қамтамасыз ету үшін тарифтарды көтеру керек. Ол бұрыннан бері келе жатқан мәселе. Это еще с давних пор, еще 10-х годов вопрос идет по подъему тарифа, но боясь вот именно такого социального взрыва, все не шли. Потому что сам, если дом тариф не обеспечит, сам, если не поднять тариф, дом сам не может обеспечить. Как можно сантехнику платить 150 тысяч, сварщику платить 150 тысяч, если на рынке 500 тысяч стоит? Поэтому все дома ветхие и они ломаются и дальше будут разрушаться. Поэтому вопрос тарифа можно было, может быть, решить как-то по поводу субсидий, но вопрос в том, что денег нету. Вчера Аким Привестович говорил, 3 триллиона нам тенге нужно, чтобы сегодня город обеспечить. А где брать? Мы все говорим о расходах, да, мы говорим, денег хватает, но никто же не думает, как зарабатывать. Как зарабатывать? У нас море возможностей, надо зарабатывать, создать условия для предпринимательства, чтобы предпринимательство увеличивалось, росло и зарабатывало. Это целая программа, этим тоже надо заниматься. Я так понял, что этим, честно говоря, четкой, детальной программы нету. Сондықтан тарифтарды көтеру керек, осы деді бүкіл құртыстадық, негізі кооперативтар арқылы да күн көру. Конечно, в этом сотни кооперативов там есть, конечно, бездельники, которые расшают и не так работают. Они всегда будут. У нас не все законы хорошо работают. Есть такой недостаток. Я в этом плане вас поддерживаю. По поводу реновации, коллеги. Мы вчера с Акимом встречались. Денег нету. А кто вот этот агрогородок, кто снесет? Коллеги, кто снесет? Мы 20 лет, что они там будут жить в болоте, в сырости и болеть астмой, что ли? Что для этого надо создать? Создать ценность региона, ценность района. А что для этого ценность района создать? Надо ремонтировать, хотя покрасить дома, спортивный центр строить, торговые дома строить, чтобы тогда инвестор придет, тротуары и дороги надо строить. Тогда придет инвестор, он снесет эти все ветхие дома. Город преобразуется. И соответственно, мы многие вопросы решим. Жилищный вопрос, социальный вопрос решим. А туда же никто не хочет, потому что там за 350 никто не купит. Никто не пойдет, потому что нету инфраструктуры, нету. Біз енді, конечно, арена, біз жаңағы қаражатты нетіп жатырмыз. Өйткені все время, где улицы проездные, мы здесь ее красим, здесь создаем видимость, что все хорошо, ана түкпірдегі нелер, аудандар қалай болды, солай жатыр әлі. Потому что туда никто не едет. Там никто не был в этом районе. И никто никогда не пойдет. И пусть они страдают, а мы же нам этот район надо снести. Никто в этих, на левом берегу инфраструктуры нету. Туда никто не будет. Мы говорим, давайте здесь инфраструктура есть, давайте снесем и давайте строить. А никто туда не идет. Получается палка двух концов. Туда нельзя, туда не хотят. А как тогда? Ну давайте правый берег осваивать. Давайте туда инфраструктуру, давайте вид создадим, покрасим. Копейки стоит покрасить. Я же сам в прошлый раз говорил, по Кенесары, по миру сам дома красил. 2000 года, когда столицу перевели. Там небольшие деньги. Мы не говорим, что там швы расшили, там все поменяли, окна поменяли, там кровлю поменяли. Ну давайте хотя бы покрасим. И вопрос такой, по каким критериям мы сегодня отбираем эти дома? По каким критериям мы эти дома отбираем, когда мы ремонт делаем? Почему, допустим, эти критерии попадают в другие районы, а почему агрогородок не попадает в эти критерии? Нет, таких, как правило, таких критериев нету. Это же принимается на общем собрании жильцов. Если жители согласны, покрасить там, я не знаю. Нет, за счет бюджета, те деньги, которые за счет бюджета. То, что за счет бюджета, это капитальный ремонт. Там покраска не предусмотрена. Ну, еңгізік покраска, жаңағына Конституция көшесіндегі үйлер, анау Қарасай Батыры, Первомайская улица, они же как построены с тех пор не ремонтировались. Они как в 80-х годах были, так и стоят. Никто не ремонтировал. Конечно, там люди будут убегать оттуда, никто не будет жить. А нам же надо реновацию делать. Сам здесь это таким докладывал, замаким докладывал, Нурлан Султанбеков, что мы надо переходить на реновацию. Мы там в рабочей группе в Генплане обсуждали, что надо на реновацию переходить. Ну давайте что-то делать. Давайте мы поддержим эти начинания, если надо будет. Реновация же предусматривает снос аварийно-ветхого жилья и обновление города. Не покраску фасадов. Ну, с этого надо начать. Вы слушайте, уважаемый коллега, я строитель, я понимаю, я занимаюсь маркетингом, я всю жизнь этим занимаюсь, я рыночник. Я эти вещи прекрасные, для того, чтобы туда пришло, хотя бы немного район надо облагородить,
тротуары построить, чтобы ценность прибыла. Потом уже снять. У нас бюджета денег нету. А кто будет сносить? По Кенесара кто снес? Строители снесли. По Слободу кто снес? Строители снесли. Это полгорода же, это вот частные дома, вот находились. Район Валиханова кто снес? Строители снесли. Ну, город-то поменяли. Ну, давайте сейчас огородов поменяем. Давайте улучшим этот район. Для этого создадим условия, немного приукрасим, запланируем. Вот раз же обсудили, когда с Акимом встречались по Агрогородку. Ақша қаражат жоқ деді. Сіздерде план бекітіледі жылдың аяғында деді. Максимально қараймыз деді әкім, да, дұрыс па? Енді қазір білесіздер ғой, что разрабатывается геймплан. Когда геймплан утвердится по жилым массивам, тогда мы поймем, вообще там будет развитие или нет. Зона. Вопрос в этом, коллеги. Мы об этом говорили вам уже 5 раз. Да. Жаңағы айтып отырған ұсыныстарыңыз, конечно, орынды, но біз для чего сегодня мы собрались? Мы сегодня собрались, чтобы именно наши депутаты, члены комиссии наших постоянных внесли предложения свои, коллеги, в эти вопросы. Енді сіз құрылысшы болсаңыз, опытыңыз болса, ұсыныс беріңіздерші нақты механизмге. Сосын қабылдайық. Сосын беріп отыр. Бадан енді үйлерде бар ғой, кішкене сыртын жаңағы нетейік, өңдейік, сырлайық, кішкене келтірейік. Мүмкіншілік болса, ол қаражат көп емес. Көп қаражат емес. Сонда кішкене мынау үйін өні кішкене өзгереді. Жақсы. Мен тақ сұрақ өткен жоқ. Содан кейін мынау жаңа сіз баяндама бердіңіз ғой. Сіздер санағанда мысалы ремонт жасайсыздар ғой. Үйлердің ремонттарында. Бір шаршы метрге қанша қаражат құн тұрады? Мысалы ремонт жасағанда, капитальный ремонт жасағанда вот на квадратный метр сколько стоимость обходится? Там поправить уже. Не, ну вы должны считать, да, поправить, понятно, вот вы считаете, смотрится на, мы когда считаем настройки, мы считаем фасад, сколько-то квадратный метр стоит, кровля сколько-то, мы считаем все в квадратных метрах. У вас, когда вы считаете, сколько обходится? Я тогда имеет в виду, сколько ложится затрат на квадратный метр дома, квадратный метр жилого дома, да. Чтобы каждый житель знал, сколько с него будет удерживать, или, например, мы примерно представляли, сколько надо будет денег на этот фасад. Жиналыс өткізгенде тұрғындармен олар бізге списоктар береді. Мысалы, бір КСК председателі бізге список әкеп береді, бір үйде қанша тұрғын тіркелгенін. Соны біз аламыз да расчет долеға қылып, бәріне бөліп береміз. Не, подождите, зачем нам количество жильцов? Мы должны понимать, мне ЮИТУР, он там 5000 квадратов. Вот ремонт фасада обошелся 20 миллионов тенге. 20 миллионов тенге делим на 5000 квадратов, мы понимаем, сколько ложится на квадратный метр жилья. Так ты Да. Сколько сколько 20 квадратов, это же другой вопрос. Да, не на квартире. Каждый по квадратуре нас платит. Ну сколько? Объясни. Қанша кетеді вот бір фасад? Он квадратный метр. Сіздер мысалы Квадратный метр жилья сколько? 400 миллион қаражатты жұмсады. Шаршы метрге қанша нагрузка ложится на вот 10 тысяч квадратов, и потом мы делим на квадрат на квартиры, но на 1 квадратный метр сколько ложится? Ну, в зависимости от квартиры. Квартира Нет, в общий есептелмейді. Общийға ол есептелмейді. Каждый өзінің квадратурасына төлейді. Ну, вы же расход несете на весь дом же. На весь дом же. Бүкіл үйге қаражатты жұмсайсыз ғой. Вот дом у вас стоит 10 тысяч квадратных метров или 5 тысяч квадратных метров дом. Жилой площади, общей площади, да. Теперь вы потратили 200 миллионов. Теперь на 1 квадрат сколько обходится жилого дома расходы ваши? Нурлан Хамидович, методику расчета вашу дайте нам официально. Нет. Как вы делаете это? Мы должны понимать, вот сколько вот мы, как я, как строитель, я должен понимать, как экономист должен понимать, стоимость, сколько. Мне интересно просто, жителям интересно. Я могу сказать, это дорого, недорого, мысалы. И людям могу объяснить, это нормально, работайте, это очень дешево. Почему бы не сделать? Нам фасад обходится, условно говоря, там $50 или там 20 тысяч тенге за квадратный метр площади. Я говорю, вы что, сидите, буксуете, не хотите принять? Тогда сидите тогда в этом старом доме. Если вы в новый дом перейдете, то вы заплатите за такую стоимость. Мы можем это тоже аргументировать. И поэтому нужна ваша стоимость. Қанша бір шаршы метрге қанша шығындары қанша шығады бір шаршы метрге? Хорошо. Келесі сұрақ. Вот смотрите, вы говорите, сколько МЖД, да, делаете. Ну, это хороший показатель, очень хороший пример.
өте жақсы. Селіп жатыр, не 11 жылда соншама жаңа баяндама беріп жатсыздар, 11 жылда 202 МЖД селінді, 151 лифт жаңалды. Әрине ол жақсы көрсеткіштер. Бірақ қазір уақытта қанша тағы қосымша жалпы неге мынау үлкен тұрғын үйлер кезекте тұр. Сколько всего многоквартирных жилых домов стоят в очереди? Сколько всего еще надо отремонтировать? Жилых домов и лифтов? Таяуда техобследование өткіздік. Техобследованияда 112 техобследования. По всем мы не домам, которые требуются ремонта. Сколько? 187. 187. Қанша лифт ауыстыру керек? Лифт номер деген жоқпыз. Лифт номер біз по заявкам. Вот смотрите, у вас должен быть план. Есіңіз қалайсың? Нұрлыбай. Нұреке, сіздерде жоспар болуы тиіс. У вас 100, сколько? 187. 187. Теперь у вас скорость какая? Вот вы за 202 за 11 лет сделали, да? Почти 187, 190 почти. Столько же. Вы за 1 лет. Это скорость, это нормальная скорость столько делать? Имеется в виду, это связано с бюджетом же так же? Да, басында халық түсінген жоқ, қазір түсініп уже кіріп жатыр. Біз бір жылда мысалы 32 лифтпен 25 үй беріп жатырмыз. Дайындап салған қағаздар. Енді мына осы қалған 187 үйді қанша жылда сіз осы ремонттап бітіресіздер? Ол халықтың несіне қарай. Біз оларды жоспарларыңыз бар ма? Жоспарларымыз бар. Біз олармен жұмыс істеп жатырмыз. Олар қалай бізге утверждать етеді протокол согласия. Содан бастаймыз. Это все возвратные же? Да, на возвратный идет. Қаржы құяды? Конечно. Да, сосын одан кейін ол қаражат ақырын қайтарылады. Пайызбен қайтарыла ма? Через РЦ қайтарылады. Пайызсыз, иә? Аяғында үкімет ұтылады ғой. Инфляция бәрін жоқ қойып жатыр. Түсінікті. Енді мен ойым мынау жоспар болғаннан кейін жоспар қою керек, мынау шара ұзартып кетпеу үшін дегенім ғой. Сондықтан бізге нақты жоспар керек, нақты. Сіздерге баянда берген айтып өтесіздер, неге 187 үй бар, оны біз 5 жылда қамтамасыз етеміз, ремонттап бітіреміз деп. Мысалы, соған тырмысамыз деп. Жоспар керек. Бізге не керек қой? Мақсат керек. Мақсат жоқ, мақсаттарды естіген жоқ мен сіз баяндамаларыңызда. Сол ғой мәселе. Лифт жөнінде де солай. Можно я отвечу? У нас есть утвержденная дорожная карта с партией Аманат. Там у нас ежегодно идет замена лифтов и ремонт МЖД. Давайте сделаем так. Партия Аманат, да, партия Аманат, само собой. Они планы на выборах дают, да, это хорошо. Это ваша цель должна быть, четкая, ваша позиция. И вы профессионалы, и вы должны это озвучить. Вот в чем вопрос. Мы же не просто пришли, да, послушать там. Вы там немного там наговорили, а мы же не можем всех вас контролировать полностью. Она должна быть зафиксирована в ваших планах. Цель такая, мы сделали. И мы к этому стремимся. Это цели нету, четкой программы нету. В моем понимании. Может, я не услышал, но, по крайней мере, цели я не увидел. Сол мәселе. Сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз жақсы, өте пайдалы. Соған рахмет сеп жатқандарыңызға. Но нақты кішкене неге мақсат қойып, нақты уақыттарды белгілейік. Сол мәселе айтып жатқан. Рахмет. Жауап бермей қойыңыз. Келесі сұрақ қойыңыз. Сәуле Сәмидин. 12 округ, Самидин Сауле. Часто мои жители жалуются на то, что вот по поводу капремонта, фасадов и так далее. Вот ЖК «Грация» у меня стоит, градокомплекс 5, градокомплекс 4. По фасадам там керамоплитка, которая падает. И вопрос такой, они не знают алгоритм подачи заявлений. То есть они спрашивают, как, куда подавать, как подавать. Можно ли вот как-то какую-то провести разъяснительную работу, вот может быть через НПО, вот ОСИ, чтобы все председатели знали, как происходит эта работа и как можно вот в эту программу попасть. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня по поводу передачи инженерных электросетей и освещения фасадов. Тоже поступает очень много заявлений и жалоб от жильцов. Это ЖК Квинс, Авиценна, Глория, Ария, Саранда, ЖК Саранда. Там я знаю, что дали застройщикам время на устранение там каких-либо причин, но если вот у управления жилинспекции какие-то методы воздействия на застройщиков, чтобы это были какие-то сроки, какие-то уже в течение, ну не знаю,
они подают ежегодно, наверное, вот эту жалобу пишут, и вам, наверное, вы, наверное, в курсе всех этих вопросов. Просто не меняется ситуация. Вот что делается вами, да, чтобы вот какую-то работу вести с застройщиками, чтобы были какие-то там сроки, рычаги ну и так далее? У нас, как уполномоченного органа, таких рычагов нету. Сейчас министерством рассматривается вопрос по внесению изменений в Адм-кодекс. Будет административный штраф за несвоевременную передачу от застройщика в управляющую компанию по сетям, в том числе и по подсветке. Пока на сегодняшний день этих норм нету. Мы осуществляем государственный контроль только в рамках проверочного листа, а в проверочном такого нет. Мы ждем, Ну вот когда что внесут- нужно не сделать? только ждать, когда внесут изменения в законодательство, в том числе в административный кодекс. А вы на своем уровне, мы чем-то можем как-то Нет, у нас посодействовать и компетенции нет. сделать какие-то МПА? Мы же в рамках Не законодательства. компетенция маслихата. Да, компетенции нет такого ни у маслихата, ни у акимата. Мы в рамках закона только по проверочному листу. Вообще коллеги должны понимать, что грядет большая реформа ЖКХ в целом. Потому что то, что сейчас строится дома, оно рано или поздно, если нет хозяев, если нет КСК, нет УСИ, управляющей компании, они по-любому будут в негодность, хотите, не хотите. С учетом наших климатических условий, тем более, вы знаете об этом. Ветровая нагрузка, зима 40 градусов мороза, летом 40 градусов жары, у нас перепад температуры, прекрасно понимаете это. Да. Поэтому здесь вопрос такой, сейчас понятно, что мы сейчас про состояние говорим, но по гражданскому кодексу стройкомпания 10 лет отвечает за вообще в целом за фасадные, несущие конструкции и так далее. Иногда мы не можем даже вот сейчас вот тот раз, почему выступали против того, что ключи передавали на ремонт. Вот сейчас передают ключи на ремонт, люди заходят, якобы ремонт делать, потом требуют все. Потом все говорим, дома не сданные объекты, как мы там живем. Вот так и получается, коллеги. Поэтому тот раз мы говорили, в рамках принимаемых правил, которые сейчас будут приниматься, категорически против выступаем того, что на ремонт передавали. Если передавали, то четко под ответственность самого стройкомпании. А то у нас стройкомпании привыкли, пусть даже не обижайтесь, я говорю как есть. Сдают, ключи отдают, потом с большим пальцем показывают в сторону акимата или маслихата. Если нет инженерных сетей, готовой инфраструктуры, откуда мы возьмем эти мощности, коллеги? Все должны с пониманием относиться. А сейчас у нас домов, которые не сданных по городу живут, почти 60 домов МЖК. Что скрывать? Барма, Оксана Николаевна? Не так, что ли? Ну, это же надо признавать, это факт. Там ни КСК, ни УСИ, ничего нету. И люди еще за комуслуги не получат. Так? Да, по несколько лет. Собственно, еще удивляемся, откуда у наших коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги отопления, электричества и так далее, откуда кредиторка заложена. Конечно, вот, то есть дебиторка. Да, от этого и выходит у нас. Вот надо здесь удивляться нечему. Біріншіден, айтқан кезде, надо общие правила принимать, чтобы все соблюдали, а не так. Кому можно, кому нельзя. Так нельзя. Подходы надо менять в целом. Можно напомнить, Ерлан, по градокомплексу у нас как раз вот 4-5, там фасады тоже признаны аварийными. Мы на следующий год посмотрим. Они, в принципе, на магистрали тоже под единой архитектурной. По У проектированию. нас то, только что строилось в следующий начале 2000-х годов, вы должны понимать, это керамогранит, это алюкарбон. Мы должны по всем принимать меры, коллеги. Ну, почему Симбочек сейчас мы взялись? Вы же прекрасно знаете, Симбочек 3 раза горел. А? С эвакуацией жителей. Было же? Было. Никто же не забыл это. Ну, сондықтан да соны қарауымыз керекпіз. Ертең лет через максимум год-два эти керамограниты будут сыпаться, как дождь, на голову людям. Білесіздер ғой оны? Когда большие ветровые у нас были моменты, сколько машин повреждено было, сколько плит выпало на детские площадки и так далее. Сондықтан да ол да мәселе бар, коллеги. Здесь нельзя забывать. Да. Ну? И это еще очень опасный материал. Это же он как лезвие, это как гильотина, она
прямо насквозь Да? человека может. Ауыр пробить, салмыш да. еще. Иә. Поэтому это Пожалуйста, очень, пожалуйста. очень большой вопрос. Мен мына бүгін жақсы бір үлкен маңызды мәселені қарап жатырмыз ғой. Менің мына 15-ші округымда Кеңдала көшесінде, содан кейін Бабатай көшесінде, Бабатайұлы көшесінде 2 қабатты тұрғын үйлер бар. Олар өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған, орта кезінде салынған. Енді бұл үйлерге күрделі жөндеу жасамасақ, көпке шыдамайды бұл үйлер. Ал енді сол үйде тұратындар зейнеткерлер, олардың жаңаға мүмкіншіліктері жоқ. Ол жаңағы үйлерге күрделі жөндеу жасауға. Жаңа сіз айтып жатсыздар, несие алуға болады деп. Осы мәселені қалай шешуге болады? Ол несиені оларға да ол несие ауыр болады. Жаңа айтып жатсыз, мемлекеттік жаңағы үкіметтік қалалық бюджеттен тек қана орталықта тұрған жаңағы тұрғын үйлерді жаңағы бюджет арқылы жаңағы ремонт жасаймыз фасадтарын. Ал енді мына үйлерге қандай көмегіміз болады? Осы мәселе. Содан кейін мынау Қосшығыл көшесінде мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлер бар. Қосшығыл 10/4. Сол үйлердің салынған сапасы өте төмен. Осы мына 30-шы шілдеде мен солармен кездесу өткіземін. Сол тұрғын үйде тұратын халықпен кездесу өткізем. Егерде 30 маусым күні сағат 7-те, егерде мүмкіншілік болса, сіздің де қатысуыңызды сұраймын. Рахмет. По второму, да, примем участие. По первому, Кендала, Бабатайулы, давайте мы проведем там совместно с районным акиматом собрание. Возможно, часть домов под снос уходит. Мы утвердили план сноса. Они же, есть же, вы же обещали Да. скинуть нам план аварийного ветхого Скинем, до да. 27 года. Скиньте, чтобы коллегия на мандате, депутаты владели информацией. Скинем, да, Какие дома по округам все 206 домов, которые признаны аварийными, все утвердим. Енді Жарович. Құрметті әріптестер, депутат Адамбек, екі мәселеге бір пікірімді жүргізгенде, бірінші мәселе, енді біз қазір осы жиналыс бойынша хаттама болады ғой. Хаттама болғаннан кейін бізге осы мына мәселенің шешімі керек. Не істейміз, қандай, мысалы, біздің тарапымыздан қандай мәселені шешейік. Сіздердің тарапынан жаңа АСИ бар, келген қоғамдық қана эксперттер бар. Нақты біз шарлар жазуымыз керек. По-русски говоря, наш протокол должен быть выполнимый. Он должен быть обязывающий. Он должен быть контролируемым. Иначе вот это сегодняшнее совещание ничего ни о чем не говорит. Поэтому это первое. Второе, я хотел сказать, что все акиматы здесь присутствуют, районные акиматы, все вот инспекции жилищные, другие. Нам всем надо проводить широкую разъяснительную работу с населением. Біз депутаттар халықпен сайланғанбыз, бірақ біз халықтың құлы емеспіз. Біз көпірміз халықпен биліктің арасында көмектесетін. Өткен жолмен Сәуле Самедемен бардым, кейбіреулер жас жігіттер 30-ның ар жақ бер жағындағы әйелдер емес, еркектер, жігіттердің өзі тақ-тақ етеді, сіз бізге не істеп бересіз, қашан келесіз деп. Соң айналайын дедім. Мен сен құлың емеспін дедім. Саған келіп мына жерге істеп береді. Біз саған көпірміз, міне саған әкімшіліктің 7 басқармасы келіп тұр. Сөйлес, келіс, қадағала. Оған ол ұнамады. Ол же мені етпей, уже Сәуле, мен сөйлесіп өйткені біліп тұр, мен оған істеп бермейтінді. А неге мен оған істеп беруім керек? Мен көмектесем. Сондықтан әкімшіліктерде, сіздерде аудан әкімшіліктері әсіресе. Жұмадан аудан әкімдері келеді ғой, оларға да мен айтамын. Халықпен түсіндіру жұмысын жасау керек. Жаңағы КСК-ңыз бар, АСИ бар, сіздер барыңыз. Жаңағы көшелер бойынша. Бұл, мен білем, 20 жылдай болды, заңға өзгеріс кезде КСК-лар біздің билік, мергілікті орган, үйлердің сыртын жөндеуге құқығы болмады. Содан бізде 20 жылда үйлердің сырты бәрі быт болып кетті. Енді жасыратын жоқ, мына үлкен көшелерді кез келген жерде, облыстар, қалалар, Астанада спонсордан жөніп жүрдік қос жылдардың бәрінде. Одан кейін мына 21 жыл енгіздік. Енгізгеннен бұл енді жаңа сіздерге капитал ремонт мүмкіншілігін берді. Сырты жаңа фасад деп отыр, тәкен ол фасад оңай шаруа емес. Сондықтан бұл жерде шешімін ойлау керек. Вот должны здесь эксперты подключиться. Как мы эту проблему должны решить? Вот есть во многих жилых комплексах накопительный взнос. Вот их надо везде вводить. Где-то обязательно, мне кажется, надо. Да ни у кого, у многих вообще нету этого накопительного взноса. У многих КСК, ОСИ. Нет, это обязательно, да. Не у всех. Там и сумму надо сделать, минимальный порог и так далее. Тогда мы это здание знать надо. Вот за сколько это они соберут эти деньги? За 3 года, за 5 лет, допустим. Нет, по сумме мы не можем, там 30 на 70%. Не, ну я согласен, но тогда вы будете веками это делать.
и веками будем биты. Мы для того и власть, чтобы эти вопросы регулировать. Иначе так и будете. Вот у вас, смотрю, подход такой, чересчур демократичный. Мы исполнительный орган, мы должны определяться, находить решение. А так подходить, вот не моя компетенция, это не выход из положения. И мне стыдно было, когда я в прошлый раз с жителями Саулесами снялся, вот управление стояли, вот ряженительного специалиста. Это не мой вопрос. Я в этом только вот района пришел, я только вот эти 3 вопроса могу ответить. Даже у них чувства команды нет, что ты представитель местной власти. Промолчи. Потом доведи до своего сотрудника. Народ стоит, говорит, а он да не мне кельни. Вы меня извините, вы тоже к этому чуть-чуть шаг сделали, вот в ту сторону тех работников. Это от вас они набираются вот этого. Вы должны говорить, вот так я предлагаю решить, вот такая моя воля. Можно Вы не обижайтесь, уточнить? я скажу вам. Нет, тогда уточняющий, что именно? В какой шаг? Не, сделать? я говорю, В каком плане? мы должны решать проблемы. Я хотел бы, чтобы вы тоже вот по ЖКХ, что мы можем решить? Вы говорите, Зан где спит, она уже спит, надо ждать 3 года, вот Касауле просила. Но не можем этого ждать, сейчас надо решение. Вы же специалист, эксперт, вы же лучше нас знаете. Скажите, как можно эту проблему решить? Молчаливый согласен, извините, я с этим не согласен. Ахмед. Басқа сұрақ бар ма? У меня ряд вопросов есть. Коллеги, енді реально мы сейчас смотрим КСК, УСИ и так далее. Но здесь нельзя один из опытов брать, просто так списывать, убирать, что он негодный, деп айтқанда, и плюсы свои КСК были, и минусы были свои КСК, да. И УСИ тоже вот там. Может быть, оно началось с хороших побуждений, что да, реально было. Но не все это поняли, немножко непониманию эти моменты привели во многих. Да, это может быть неготовность нашего общества к этому делу. Но вопрос такой. Понятно, рано или поздно ЖКХ у нас реформа будет. ОСИ бола ма, КСК бола ма, Тому прав бола ма, как раньше, брала блиту. Не знаю, я не могу сказать чисто. Да. Но мы должны понимать, и у нас у города исполнительного органа, у маслихата должно быть четкое понимание и видение, к чему вообще мы идем с вами. Понятно, реформа будет идти на уровне государства. Но мы же тоже часть государства, мы столица. У нас четко свое видение должно быть. Куда мы с вами идем? Что поддерживаем? Что считаем правильным? Что не считаем правильным? И эта позиция должна быть единой у нас. У жилинспекции, у маслихата, депутатов маслихата, у акимата, у центра ЖКХ, у Двера, правильно? Да. У председателей КСК ОСИ должно быть это видение с нами вместе. А то ертең анау лебедь щука рак сияқты шақа тартып почтымыз шығады бәріміз. Бөлінгенде бөрі жейді дейді, білесіздер ғой. Нельзя нам делиться. Мы должны четкую единую позицию вырабатывать, коллеги. Потом у меня есть тоже вот ряд вопросов. Что мы будем делать с бесхозными домами? Не везде же у вас КСК есть, не везде у вас УСИ есть. У нас 200, почти 40 домов – это бесхозные дома. Что с ними? Мы каждый год нагрузку районам, хотим, не хотим, через подрядчиков заставляем их готовить к зиме. Так? Аварийные бригады вы там закрепляете, других там через не хочу. Просто это же не выход из ситуации, коллеги. Уже жиырма 30 жыл болды уже. Бір шешімге келуіміз керек, болмайды ол. Вот можно, Да. Ерлан? Никто же не обязан содержать за счет других домов эти дома. По идее. Дұрыс па? Бұл жерде осы КСК-ның бір жақсылығы осылай болатын. Сильный КСК-лар болады, хорошие дома есть, где не требует вложения. Ежемесячные вот сборды осыған салат тосын, на бесхозные үйлерге, аварийные службаларға. Да, это выход был. Но не должны мы за счет других домов решать проблемы других домов, по идее. Согласен. Так, Анур Разганович, то Вот. что? Да, здесь нам нужна будет потом ваша позиция по этим вопросам. И эту позицию мы должны все принять. В закон внесли изменения, да? Ну. То есть нас, как жилищную инспекцию, наделили полномочиями в случае. Там в законе как указано? Застройщик, там заказчик вправе сам поставить до полугода. Если не достигают соглашения, то мы, как жилищная инспекция, временно Это ставим. понятно. Ну, Но по где закону- 8 домов, 10 квартир, 8 квартир. Где вы создадите там этот оси? Не создашь ты там ничего. Я понимаю. Ну, Поэтому 8 квартир.
построился 45-50 лет назад этот дом. Живут из этих 8 владельцев, там одни пенсионеры там или одинокие. Солай там, не стишь мой жердесен. Будем Ты что не сделаешь? близлежащие, прости, ждем. Вот на вопрос, вот надо нам понимать, по ним в первую очередь вопрос, нашу позицию. То есть это не только ваша позиция, это должна быть городская позиция наша, всех. Понимаете? Вот по ним четко дайте нам предложение. Да. Вместе вот здесь ваша комиссия, да? Вот здесь вот такие сейчас выступал, хорошее предложение давал. Бауыржан Амангельдиевич опыты бар. Иреке билет мне хорошие вещи идти. Дайте предложение, пожалуйста. Вместе жилинспекции нашей. Потом у нас есть такие муравейники, близкие. 500-600 квартир. Большие дома, градкомплексы. Хорошее дело, осы үйді алдық та, сонда үйлер келген кезде бычыт шықты алдында осы үйдің. А подъезд начали создавать в этих домах. Он не стимс. Ну, 600 квартир, дом, условно скажем, там работает 5 осей, и между собой не могут поделить сети, хайвай, друг другу пишут. Чатта таңертеңге қырылыс, на друг друга заявление в полицию. Бәрі бітіп осы қалды мен сонда бізде. Стыдно просто об этом мне говорить с этой трибуны, коллеги. Но это факт, обыденность. Это ситуация текущая нашего города, ЖКХ. Ну, что скрывать-то? Бар нәрсені айту керек қой бар деп. Осы ғой мәселе. Таких домов много, на левом берегу могу назвать сейчас прям штук 10 адресов. Ну, что с ними будем делать? Реальный вопрос. Что с ними конкретно будем делать? Здрасте, создали Нет, все. по закону народ Писали, имеет все создали. право. Именно имеют право создавать. Вот. А полезно. Вот, нам тоже нужно понимание по этому вопросу. И бізде жаңағы КСК-ның бірінші агрессивностенді, скажем, упущение с КСК, это непрозрачная отчетность полдой. Из-за этого вот есть, да, перед народом то, что собирается, проблема и так далее, реально. Но я не сказал бы, что все оси тоже отчитываются, коллеги. Сейчас то, что мы создали. Все оси тоже отчитываются. Поэтому нужно нам создать прозрачную платформу, которая будет показывать наличие счетов и суммы средств для владельцев этого дома. Да. Что это ханда? Керек. Прозрачность керек, отчетность керек. А то сколько... Есть вопросы, да? Есть вопросы, которые не оплачивают, потому что половина квартир владельцы сдают, квартирантам сдают. Они тем более не оплачивают. Об этом прекрасно знаете. Ол мәселе бар ғой. Сондықтан да сол мәселені қарауымыз керек, да, здесь. Потом я вот хотел еще задать вопрос біздің Өркен қалаға. Да, Өркен қала енді шын айтқанда жақсы жұмыстар жасап жатыр, да. Но, коллеги, я попрошу вас обратить на качество. Либо мы давайте подходы к компаниям, которые участвуют в этой программе, сделаем по-другому. Либо на качество давайте қарайық. Өйткені шын айтқанда 1-2-3 жыл істеген объектілер бар, үйлер. Шын айтқанда опять сырость, бүкіл подъезд ағып жатыр. Нареканий много. Просто ертең халықтың засын келтіреміз ғой, айтады ғой. 10-15 жыл төлеймін, осыншама ақшаға келістім, қол қойдым деп. Не үшін төлеймін, сапасы мынау деп, істеген деп. Вопросы возникает, коллеги. Да. Сондықтан да здесь Нұрлыбай Хамидович, енді сізді біз білеміз. Бәлен жыл бірге істеп жатырсыз әкімдікте бәрінде. Сондықтан да осы шаруаға мен былтырда сіздің басшыңызға айтқам осы мәселені. Осы көңілге жеті көңіл бөлуіміз керек. Міндетті түрде. Сапасы. Мен сізге қазір айта алмаймын. Ананы мынаны қараңдар деп. Бірақ та былтыр біз барғанда білесіз ғой, Пассатта ақаулар болды, бір-екі жерлерде. Істеген подъездерімізде ақау болды біраз. Енді оның бәрін сіздер қарай алмайсыздар. Но істеген компанияның бір кіші жауапкершілігі болу керек қой. Бұл жерде қалтасына ақша төлеп отыр үшін. Сондықтан да сол мәселені қараңыздар. Өйткені дәл осылай сенілген объектілер 2010-12 жылы өздеріңіз білесіздер, Досмұхамедұлы 10-12 тұрып бәрі түгелі тасып бітіп шығып жатыр. Әлің бешкен шулап жатыр халық қазір. Сіздер болмасаңыздар енді сол программамен кетті ғой, ЖКХ-мен істелінді ғой кезінде. Енді ол
сіздерді істедіңдер деп отқан жоқпын. Жалпы айтып отырмын, сол программамен істелінген үйлерге халықтан назарлық бар қазір. Сондықтан соған қараңыздар, міндетті түрде. Сосын міндетті түрде вот гарантийное обязательство деген болу керек қой кішкене. Сонымен істесін. И самый больной вопрос у нас всех ЖКХ, міне Гүлвира білет, бірге жүрдік қой талай, молодежканың бәрін аралап қарап. Провода, коллеги. Посмотрите, дома, провода. Как будто паутина сияқты. Бір өрмекшінің бір несі сияқты. Бір подъезде 9 түрлі провод бар. Кейбір кезде қорқасың, тоққа түсіп өлесің ғой деп ашытсын. Да. Жоқ, я имею в виду вообще в целом, во всех домах, вот, надо обратить внимание, потому что үй тапсырылады, сосын басталады, кабель тартады, телеканал келетті, телефония тартады, үшіншісі келетті, нені тартады анау, домофон тартады. Енді соның бәрін салып атқанда істеуге болады ғой. Бір кабельный каналмен әдемілеп дұрыстап. Қазір слаботочканың бәрін через подвал пропускаем, үстінен бәрін алып Вот, енді это же в рамках ЖКХ модернизации вы делаете. Да, да. Мен айтамын да, во время уже тапсырылып атқан кезде қарауымыз керек деймін да, оған жол инспекцияның құзыреті бәріне жетеді кәсіппен бірге. Оксана Николаевна, так же? Надо посмотреть тоже, изучить надо это вопрос. Шын, біз кішкене ЖКХ көңіл бөліміз керек, коллеги. У нас финансировать бюджета вопросов хватает других. Вы, пожалуйста, не вешайте все вопросы на местные бюджеты, на бюджет. Это самый легкий вариант через бюджет держать. И бюджет не в состоянии все закрывать, коллеги. Вы должны тоже понимать. Поэтому, Анур Зотович, осындай мәселелер бар. Вы как государственный орган, который проводит эту политику на местном уровне, вот эти все вопросы, то, что депутаты озвучили, то, что вот активисты, эксперты озвучили, просьба все собрать, вашу позицию озвучить, и нам это все представить, где нужна помощь по изменению законодательства, каких-то НПА на уровне Мажилиса, Сената, парламента. Пожалуйста, обращайтесь, будем помогать. Принято. Да. И вот это вот то, что минимальный тариф, мы с вами уже с прошлого года обсуждаем. Енгізіңіздер енді раз 57 тенге сделали. У вас расчеты все есть, обоснования есть. ТСК, УСИ встречались со всеми районами. Так, общественные публичные слушания провели. Енді основанияларыңыз бар ғой, енгізіңіздер. Да? Все утвердили, да, кроме нас, да. Ну. Или уже тенге деген, я думаю, оно даст, где люди не смогут приходить к общему мнению по содержанию жилфонда. Или уже тенге пик-тестер был все. Ну, это минималка. Меньше можно, больше нельзя. Арестовывают. Так. Құрметті депутаттарына шақырылғандар, отырыста айтылған ұсыныстардың қорытындысы бойынша мәслихат отырысының хаттамасы дайындалатын болады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.